государстве представляете, да? живем. Джамалиев Аслан. Ага, Вот. Общественное объединение Жирия. ага. О, Мангелде. Ты сегодня дежуришь, да? Держу. А что ты опаздываешь? Давно стою здесь уже Да? полчаса, не пускает. Кто не пускает? Дежурно. Интервью дает. А, интервью дает. Самый высокий. Нет. Соломин ага, как быть независимым наблюдателем? Вообще нет таких слов независимый наблюдатель, зависимый наблюдатель, например, да? У нас все наблюдатели одинаковые. Для всех одинаковый подход. Потому что тот люди, которые приходят, вы все равно вот от кого-то зависите, например. Ваша, например, организация чему-то, например, вы наблюдатель, который направляет, вы тому организацию, которую вы направляете, тому зависимы. Также, поэтому у каждой своей организации есть свои уставы, положения. Исходя из этого соображения делает независимый наблюдатель. Поэтому я не делю, например, наблюдателей зависимых, независимых. Они все наблюдатели для нас одинаковые. От политических партий, от общественных организаций. Мы вчера недавно проводили совещание юстиции. Там где-то около 170 организаций в Западно-Казахстанской области по своим уставам имеют право, например, направлять своих наблюдателей. Поэтому здесь, пожалуйста. Ага, меня вот интересует, как с ПЦР-тестом будет? Как проходить его? ПЦР-тесты все наблюдатели должны заявить, те организации, которые хотят направлять, например, свои списки должны представить облздрав. До 2 числа. Вот, они должны представить, и сегодня тоже можно, наверное, представить некоторые понимания относительно, например, чтобы 5 числа, чтобы провести бесплатно ПЦР-тест, например, для всех наблюдателей, независимых. Кого представляет, который считает себя независимым, всех. Ну как вот так смотреть, как до 2 числа, если сегодня уже 4? Ну, это всем уже объявили газет. Когда это не было нигде? Нет, Центр избирком объявил уже участием всех. Если сайте избирком стоит, например, пожалуйста. Это вчера после обеда объявили? Нет. Вчера сказали до 12 часов ночи. Поэтому вы можете, например, хоть сегодня прийти, например, сдать, например, еще не поздно. В облздрав, да? Да, надо. Ага. Почему облздрав надо сдать это? Потому что облздрав должен посчитать, например, где, куда, что, например, распределить в одном точке, чтобы не было 20 тысяч человек, в одном точке, например, никого не было, например, да? Ну, надо было тогда заранее как бы об этом говорить. Пожалуйста, мы уже об этом говорим давно. А как вот ваши члены комиссии? Они будут с 5 числа будут проходить. Мы список представили. Да. Вы их заранее подготовили, да, получается? Вы знали? У нас все члены комиссии заранее все подготовлены. Все списки мы публиковали заранее. В любое время любому человеку мы можем представить, например, количество списков. Вчера УБС пришел, например, нам дайте, пожалуйста, 3000 человек. Нет, я не об этом, ага, вот по ПЦР-тесту вы заранее подготовились, да? Своих людей вы подготовили. А наблюдателям только вот вчера после обеда об этом сказали. Нет. Во-первых, наблюдателем избирком не занимается. Организация работы наблюдателем избирком не занимается областной избирком. Вы прекрасно знаете, да? Почему не занимается? А кто тогда? Каждая организация сам себе организует, например, приходит, например, мы только регистрируем наблюдателей. Хорошо, вот скажите, как вы будете регистрировать? Какие нужны документы для этого? Есть это было большое постановление ЦИК, вы прекрасно знаете, например, да, уже обсуждали в газетах, например, да, в журналах обсуждали, в соцсетях обсуждали, там еще раз, например, разъяснение было, чтобы прийти наблюдателем, должен быть, во-первых, та организация, которая в уставе должен быть предусмотрено положение, что он имеет право защищать права и интересы, например, граждан. Вот эта организация, которая имеет, вот за месяц это мы еще, это обсуждался в ЦИКе, за месяц уже об этом говорили, чтобы заранее, чтобы вопрос не возникали завтра, чтобы не говорили. Да, понятно, да. И там сказано, четко сказано, если вы прочитали, как наблюдатель, например, да, там четко написано, да, должен быть устав, должен быть, потом выписка, должен быть направление организации, которое, что наблюдатель должен прийти.
Что оно действующее что, там, да, да? действующие печати, заверены, например, выписка из этого наблюдательного вашего устава. Вот такой Да, выписка да. бывает, например, вот такой пункт, такой, Мгм. такой, например, Понятно. А вот что ПЦР-тест почему? ПЦР-тест, пожалуйста, например, сейчас это еще не поздно, Не, например, на каком ПЦР-тест, основании его сейчас запрашивают? ПЦР-тест это чтобы наблюдатели сидели в зале, которые они будут сидеть в зале, кто в Не, зале будет. подождите, вот почему раньше не спрашивали, не говорили, что будут Почему? спрашивать? Почему? Когда об этом говорили? Кто Почему вот говорил? говорили, это постоянно говорили, что вот необходимо в каждом избирательном участке Ну кто говорил, скажите, вот кто говорил? все, кому не лень, Нет, все, кому не лень. это же И не ЦИК, государство. В ЦИКе не говорили. ЦИК говорили. Во время Ведь пресс-конференции еще в конце ноября они говорили, что еще этот вопрос не решен. Вчера, вопрос, вот 3 января после обеда они сообщают, что у наблюдателей должны быть ну, пожалуйста, например, ПЦР-тесты. сейчас вы, чем мне задавать вопрос, в Облздрав, например, приходите, сдавайте свои списки и все, вопрос нет. Хорошо, вот теперь наблюдатели могут видео, фото делать? Видео, фото может делать, фото может делать, но только есть два положения. Закон есть такой. Если ты меня снимаешь, Мгм. я должен дать свое согласие, гражданин, чтобы его, например, публиковать на страницах. Да. Есть закон. Потому что если без моего разрешения меня снимаешь и публикуешь, это считается нарушением Хорошо, моих прав, понятно. да. Можно передвигаться, вот, наблюдатели? Наблюдателям нельзя передвигаться. Есть это специальные места, будут отведенные. Ага. Они будут, есть возможность наблюдать избирательную комиссию, урну, кабину, достаточно глаз виден, например, да? В этом месте вот будет сидеть, например, как все члены комиссии. Понятно, Там всё, да. территория передвигается избиратели. Вот Ага. они и то передвигаться будет с учетом интервала 1,5-2 метра с соблюдением, вот так будет двигаться. А вот на каком основании вы вот так говорите? На основании того мы говорим, что есть это закон, Ага. если вы читаете, например, внимательно почитайте, есть статья. Какой закон, скажите, какая Закон статья? Республики Казахстан о конституционном законе о выборах. Ага. Вот, Какая статья? статья есть 20 статья, которая есть. Мы вот это сейчас рекомендации готовим для каждой избирательной комиссии. Нет, вы ага, не Да. ответили. 20 статья, какой пункт? Я сейчас скажу точно. Подожди этот вопрос. Хорошо, я давайте. закон поднимаю, открываю. Я все наизусть я могу ошибиться, например, да? Есть статья, четко написано. Сейчас я тоже здесь. Вот пункт 2, статья 20, троп 1, наблюдатель права есть. Пункт статья 3, 21, статья обязанности наблюдателя. Мы все это вопросы каждый из них. Ну вы прочитайте, там да. совсем другое написано. Я тоже эти законы читал. Да. Там вообще нет такого ограничения передвижения наблюдателей. Вы извините, пожалуйста. Есть это... Вы статью только назвали, а пункт вы не назвали. Нет, А. это есть это... Нет, там, этого там нету. Там есть это правило, которое утверждает участковая комиссия. Председатель участковой комиссии. Ну а зачем тогда закон? Нет, подождите. Слушайте вы. Есть правило, которое утверждает председатель участковой комиссии. Это тоже в законе написано здесь. Вот какое правило будет утверждать председатель участковой комиссии, так и будет в каждом избирательном участке. Правило утверждается решением участковой комиссии. Он будет вывешен на обсуждение для всех. Потом вы, когда приходите наблюдатель, вы этим правилом ознакомитесь, подпишитесь, что вы ознакомлены с правилом, и будете, пожалуйста, выполнять. Давайте сначала разберем. Смотрите, 4 декабря вы говорите постановление ЦИК, да? Это постановление, оно зарегистрировано в Министерстве юстиции? Какой 4 декабря? Я не говорил 4 декабря? Ну, я знаю, вы не знаете, я вам говорю, Нет, что это постановление почему? вышло 4 декабря. Это разъяснение, это постановление ЦИК, вот есть. Тогда если это разъяснение, это же не Они- закон для наблюдателей Почему? тогда. Есть законы, все разъяснили, законы сделали, что для наблюдателей, какой должен быть, что должен быть, все мы разъяснили.
согласно, вот мы просим всех наблюдателей выполнять те требования, которые есть в Вот законе. какие, скажите? Вот. Так постановление или законом будем мы? Законом, да. Вот. Права национального наблюдателя. Присутствие в заседании избирательной комиссии. Знаешь, да? Это Получать какая статья? информацию, статья 2. Ну, я вам сейчас это не должен сидеть, например, разъяснять статью. Я предлагаю тебе, например, есть закон. Вот я вам, да, я Если, знаю, например, я да, вот, да, если- почитайте, если- 20 если- статья, если- дробь 1. Если знаешь, например, да? Да, вот пожалуйста, я знаю, вы говорите совсем почитай, пожалуйста. другое, И что там почему? написано. Вот дайте я вам тебе- покажу. Вот я тебе прочитаю, например. По закону читаю, например. Сейчас я тебе... Моя задача, например, не разъяснять законы. Моя задача выполнять председатель избиркома. Понимаешь? Статья 14. Да, есть это. Статья Вот 14. ты понимаешь этот вопрос? Понимаю, Да, мои да. полномочия. Я не Ваши трактую полномочия законы. в статье 14 там Да. прописано. Как раз это разъяснение законодательства написано. Так, сейчас я тебе скажу. Я всегда по закону читаю вот все, что есть. Вот наблюдатель политических партий, общественных организаций. Статья 20. А давайте с Номер первой 1. начнем. Полномочия наблюдателя от политических партий и иных общественных организаций, некоммерческих организаций Республики Казахстан должен быть удостоверен в письменной форме с указанием его фамилии, имени, отчества. Данный документ, заверяющий печатью организации, направляющей наблюдателя, в действительности при предъявлении документа, удостоверяющий личность наблюдателя. Вот и все. Да. Нет, подожди, еще немного. Документы предъявляются председателю избирательной комиссии, либо лицу, его замещающему. Ты все, да, я прочитаю тебе, если... Давайте, да. Да. Наблюдатель путем внесения данных. Наблюдатель политической партии, иных общественных объединений и коммерческой организации вправе присутствовать на заседании избирательной комиссии, получать информацию о количестве избирателей, принимающих участие в голосовании, в том числе голосование вне помещения. Вы вне помещения можете сопровождать. Находиться в помещении для голосования, соответствующего избирательному участку во время проведения голосования и подсчета голосов. Понятно, да? Да. Сопровождать переносные избирательные урны, в том числе находящиеся транспортным средством во время его перевозки. Наблюдать за ходом голосования, процедурами подсчета голосования, оформления результатов голосования на избирательном участке, пункты голосования, в условиях обеспеченных возможностью четкого обозрения всех перечисленных отметок. Процедур. Да, процедур. Всех процедур. Наблюдать. Обжаловать решение действия или бездействия соответствующей избирательной комиссии, вышестоящей избирательной комиссию или суд. Можете присутствовать при проведении голосования в избирательном помещении для голосования в случае невозможности их прибытия в помещение для голосования, присутствовать при подсчете погашения членами участковых избирательной комиссии использования избирательных бюллетеней, делать фото, аудио, видеозаписи, не мешая ходу голосования, не мешая проведению итогов, наблюдать процедуру передачи протоколов в результатах голосования вышестоящими избирательными комиссиями. После проведения голосования ознакомиться с протоколами избирательной комиссии, итог голосования, получить их заверенные копии. Вы можете получать. Обращать внимание членов избирательной комиссии на нарушение требований настоящих конституционных законов, изучать им соответствующие письменные заявления, акты, нарушения, получать отметки о выручении. Вот вы получаете в письменном виде, отметку получаете. Председатель избирательной комиссии, лицо его замещающее, обязано по заявлению доверенных лиц наблюдателям приложить к протоколу подсчет голосов, составленные и акты. Это ваше замечание. Наблюдатели политических партий, общественных организаций, некоммерческих организаций обязаны, теперь обязаны, иметь при себе документы, удостоверяющие их личность, полномочия, знаете, да? Не вмешиваться в избирательный процесс, процедуру подсчета голосов, принятия решений избирательной комиссии. Я еще раз говорю, не вмешиваться. Это вы будете наблюдать. Есть казактарды кейбір айтады, байқаушы, бақылаушы емес, мына законда жазылған бар. Сіздер бақылаушы емессіздер, байқаушысыңдар. Уже ана заңда. Жоқ, Былтыр бәрінде де болды.
Байқаушы дейтін қазақтың сөзі бар. Бақылаушы деп бізгелер қазақтар басқаша түсіндіріп жүр. Не предпринимать действия, противоречащие работе избирательной комиссии, выполняет требования председателя избирательной комиссии, выполняет требования председателя избирательной комиссии по соблюдению правил поведения, вот здесь написано, правила поведения на избирательном участке, установленных в соответствии с избирательной комиссией. Вот это правило будет устанавливать избирательная комиссия. Вот есть это правило, которое есть, сказать, например, вы будете сидеть, наблюдать, не ходить, не вмешиваться в работу. Вот это есть специальная зона будет подведен такой специальный. Вот там будете сидеть, наблюдать. Вот это правило, которое будет участковая комиссия, каждая участковая комиссия самостоятельно будет принимать правила, вы должны 100% соблюдать. Если вы не соблюдаете правила, он имеет право расторгнуть регистрацию, вывести из зоны наблюдения. Поэтому, пожалуйста, все наблюдатели будут сидеть, всем одинаковые права, все одинаково будете сидеть, смотреть, например, да? Поэтому здесь нет особых таких подходов. Теперь, это 4-й пункт, например, 20 статьи, 3 подпункт 4, вы должны знать это, не вмешиваться в избирательный процесс. Основывать все свои замечания на документальных, действительно подающих проверке фактов. Вот, например, если видите, документально обоснуйте, например, если нарушает, например, избирательная комиссия какие-то, например, да, избирательные права наших граждан, например, да, пожалуйста, допишите, например, актируйте, дайте, документально снимите, покажите, вот такое есть нарушение. Соблюдать требования настоящего конституционного закона, законодательного Казахстана, сохраняет не выражать предпочтение какому-то кандидату политической партии. Это только имеет право доверенный лиц, а наблюдатель это просто наблюдает ходом. В случае нарушения законодательства Казахстана наблюдатель политической партии и иных общественных организаций, некоммерческих организаций Казахстана, соответствующей избирательной комиссии, вправе отменить регистрацию наблюдателя. Вот это все написано в законе. Вот закон. Да. Я могу прочитать, все написано, расписано. Что еще вам надо? Вот вы говорите закон, да? ПЦР-тест, например, да, ПЦР-тест, это в законе тогда никто не знал, что будет пандемия, например, да, что мы должны, например, что больного человека, например, ковидом, например, да, сидеть, например, в избирательном участке. Кто вам запрещает? Ну, это же не повод теперь ПЦР-тест требовать за неделю до выборов. Вы, например, да, наблюдаете... Пандемия уже год, как уже год идет пандемия. Вы, например, да, здорового человека можете подобрать. Я с этим не спорю. Нет, ПЦР-тест получить, например, да, и пойти сидеть. Какие проблемы? Нет, какие проблемы были сразу объявить, что нужен будет ПЦР-тест? Пожалуйста, еще время есть, например. Чем спорить со мной, например, идите, например, получайте ПЦР-тест. ПЦР-тест, если ты хочешь, например, та организация, которая... А кто будет оплачивать? Бесплатно. А как вот, скажите, алгоритм объясните? Вот мы вчера в облздрав отправили списки. Да. Теперь, облздрав, например, теперь они нам скажут, а где ваши там мандаты там или еще что-нибудь? Они могут затребовать, скажут, да почему мы вас должны вообще бесплатно делать? Мандаты облздрав не требуют, например. Список вы отправили, наблюдатель, организация, которую вы отправили. У вас это телефон должен быть, например, да? Вы должны, вот ПЦР-тест там какой-то мазок, что ли, берет, я сам не знаю никогда. И вот вы должны сдать. И все. Нет, я понимаю, что мы должны сдать. Мы здесь этой проблемы не видим. Например. Вот скажите, какие нам нужны требования? Вот мы отправили список в облздрав. Да. Теперь что они будут, какие документы от нас спрашивать? Там документы нас спросили, например, фамилия, имущество. Получается, все. Любой, кто захотел стать наблюдателем? Нет. Письменную организацию отправляешь, письменную организацию, не любой. А то сейчас захочет все бесплатно тест проходить, например. Организация, вот, например, вы Аброй, например. Қазақша айтыңызшы, я что-то вас... Қазақша айтайын, да? Если сіздің жетіңіз үйіміңіз дейтін, да? Аброй дейтін, осылай етіп жіберетін болса, қағазбен дейтін, осындай кісілерді біздің наблюдательдеріміз осындай тесттен өткізуіңізді сұраймыз деп, мысалы дейтін, да? ПЦР тесттен. Осындай қатысады, осындай күн деп. Печатың бар, қолың бар, абыройың жеті бар, алдына жіберіңдер болды. Ешқандай ештеңе жоқ. Басқа ештеңе керек жоқ. Біз кеше только... Кеше әлі уақыт бар, мысалы. Вчера только после обеда об этом известно стало. Қазір барып тапсырыңдар. Еще 9-на шейін бар ғой, да? ПЦР тест тапсыруға болады. Жоқ, кеше мынандай информация келді ғой. Проблем жоқ деймін. Барыңыз да тапсырыңыз.
Собственно, вы вот, Жанна, прочитали вот эту статью. Там же нигде не написано, что наблюдатель должен сидеть. Ага. Это утверждено быть правило. Так мы Нет, будем... нет, Так в нет, законе нет, же нет, написано, нет. что там обозримым где. Нет, обозрим, пожалуйста, ну, ходить, например, по участку, например, где работать, не мешать, например. Я вот работаю же,